Выезжаем из 19-й больнички. Только что сдали больную. 9 часов стояли. Это видео разлетелось по российским социальным сетям в выходные. На нем в очереди в Федеральный клинический центр в подмосковных Химках стоит сразу 70 карет скорой помощи. Вот еще одна запись от того же центра. Стемнело, но машины еще стоят. Это просто... А это видео от 10 апреля. На нем очередь в госпитале ветеранов войн номер 3 на окраине Москвы, в котором 6 апреля власти открыли коронавирусный стационар. Сегодня пятница, они что-то вообще прям вот целая очередина стоит. Вон она до туда тянется. В такой же очереди в субботу 2 часа в машине скорой помощи провела Елена Алихашкина. Ее с двухсторонней пневмонией госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр на Ореховом бульваре. Это юг Москвы. Мы вызвали скорую в пятницу в 17:14. Она приехала только к 9 вечера, то есть больше где-то 3,5 часа я ждала скорую. Когда мы сели в скорую, 40 минут врач ждал на горячей линии, пока вообще кто-то ответит, куда меня везти. Дальше мы, когда приехали на Ореховый бульвар 28, была очередь из скорых перед нашей машиной 30 машин. Сказали это на 1,5 часа, это было 2 часа времени. Это действительно правда. Вот эти все видео, которые сейчас в интернете показывают. В ночь с пятницы на субботу в итоге сюда приняли почти 70 человек за ночь. Коронавирусная инфекция у Елены пока не подтверждена, но в бокс, куда ее поместили, врачи заходят только в полной защите. Пациентам покидать бокс нельзя. В понедельник утром центр на Ореховом бульваре не принимает пациентов. Врач скорой помощи Евгения Комарова рассказывает, что уже в выходные людей с пневмонией начали возить в том числе в областные больницы. Потому что больницы не резиновые в Москве, и область тоже болеет. Я же не в Москве работаю, я работаю в Московской области. И мы в Московскую область, да, и очень далеко, там, и за 70 километров от моего города мы можем везти больного с коронавирусной инфекцией. 15-я больница в районе Вишняки еще одна из тех, куда в Москве госпитализируют пациентов с пневмонией. До начала эпидемии больница была рассчитана на 1300 коек. Сейчас она переполнена, говорит врач приемного отделения. Там уже 1500 на сегодняшний день с небольшим. То есть 1500 коек, они все с пневмониями. Коечный фонд, он переполнен. Я как раз работала с четверга на пятницу. Привозят по свободным местам. Но вот на тот момент мы подали около 180 свободных мест, привезли 303 человека. Ставили дополнительные кровати, расширяли палаты, расширяли отделения, искали, куда все это. Но открылось одно целое отделение с кислородом. То есть туда клали людей, которым нужен был дополнительный еще кислород. И я так понимаю, что вот эти 303, часть пошла именно в это отделение. Еще в пятницу заммэра Москвы Анастасия Ракова признала, что службы скорой помощи и стационары в российской столице работают на пределе. В выходные департамент здравоохранения Москвы заявил, к 10 апреля количество пациентов, которым требуется госпитализация, возросло до 1300 человек в сутки. 2 недели назад якобы было в 2 раза меньше. У нас была же оптимизация здравоохранения, когда были очень сильно сокращены больницы, часть их продали, часть их развалили, персонал сократили медицинский, и вот они плоды, когда они понадобились срочно в больнице, их просто на такой город перестало хватать. Госпитализировать людей просто некуда. Из 1500 пациентов 15-й московской больницы диагноз коронавирус был подтвержден у менее чем 500 человек. Врачи такое расхождение в цифрах списывают на качество тестов. Если появляются симптомы, надо сразу идти делать КТ. Если там обнаружится двусторонняя пневмония, что вероятнее всего так и будет, то это, я думаю, по опыту, что это ковид и человек инфицирован, даже если тест отрицательный. Тесты же наши российские, это не европейские тесты, которые поставляются, это наши векторовские тесты, которые разработали вот так в спешке быстрее, но это хоть что-то в данных условиях. В Москве под людей с диагнозом коронавирус мэрия планировала развернуть до 20 тысяч коек. 10 апреля департамент здравоохранения города поручил развернуть стационары для больных коронавирусом еще в 4 новых больницах. Алексей Александров, Никита Борисов, Ангелина Казакова. Настоящее время. Москва.